Что, теперь мы будем фермерами, да? Да. Начнем заниматься овощеводством. Армен уже там собрался ехать на грядки, да? За баклажанами, за кабачками. Вот такой, короче, фермер. Представляем к продаже. Очень классный аппарат для, в помощь нашим фермерам, да? Аппарат 4ВД. 350 кубиков у него двигатель, гидроподъем у него есть. Такая, короче, техника. Ну, это там в кузове лежит кое-что. Ну все, вот так вот поднимается, кузов опускается самостоятельно, все. Немножко долго он, конечно, это делает, но если, в принципе, его не торопиться, то нормально все будет. Так, здесь у него есть лебедка, фары. Фары просто сделай. Зажигание, фары включи. Фары есть вот такие вот у него. С линзами, ближний, дальний, поворотки, все как обычной машины есть у него. Аппарат вот этот мы уже подготовили полностью к эксплуатации. Здесь у нас уже конкретно полностью все произолировано, все стяжечками сделано везде. Все протянуто, шаровые, все соединения протянули. Где что смогли укрепить, укрепили. Вот, то есть это полностью собранный вариант под покупателя. Можно приехать, покататься, прокатиться, продемонстрируем все, как что работает. Можете сами прокатиться. Тест-драйв у нас есть, если что. Вот такая техника будет у нас в продаже. Этих фермеров у нас 3. 2 еще надо собирать. Если что, те можете собрать сами. То есть, по сути, сборка стоит 15 тысяч рублей. Документов на него нету, на передвижение по городу. Этот аппарат используется сугубо только на территории закрытой, где-нибудь на фермерском подворье или еще где-то, вот, допустим, у кого в частных территориях, на участках, где нет ГИБДД. Это не аппарат не для дорог общего пользования. Вот. Можно в лесу использовать или в деревне где-нибудь, где нет особо ГИБДД. Вот. В принципе, так что, ребята, покупайте, приобретайте. Цена, я считаю, что подарок для такого аппарата. Здесь по опциям есть все. В принципе, вот лебедка есть, 4ВД есть, 350 кубиков, гидроподъем. Это что еще надо, да, по сути? Подогревов только не хватает. И массаж, да? Подогрев и массаж. Ну да. А так классный аппаратик. Вот такой вот. Ну все. Погнали на грядки. Вот такая вот техника хорошая. Бензина кушает мало. Удовольствие приносит много. Удовольствие приносит нормально, да. Задачи свои выполняет. Что еще надо-то? Вон еще 2 штуки есть у нас. Ну теперь расскажи, как вообще им рулить надо? Аккуратно. Надо на нем еще учиться ездить. Еще мы не приспособились. Да. Ну так, в принципе, что, рассказывай, какое управление у него? Ну, управление нормальное. Не, что есть у него? Как он управляется? В смысле, переключатели всякие, покажи. Переключение. Как работает у него? Это у него табло. Да, по табло вот так у него. Здесь у него скорости пишутся. Сейчас он на нулевой скорости, на нейтралке стоит. Угу. То даже время можно выставить, по идее, Да. как. Да. Все как бы завели. Здесь у него ручник. Ну, Это тормоз. Тормоз и ручник. Тормоз и И ручник. Так. Здесь газ. Так. Здесь гидроподъем у него. Гидроподъем, кстати, закрывается Да. от нечаянного нажатия. Все есть. Это у него фары. Да. Включение фар. Поворотники. Сигналы. Сигнал.
Работает. Да. Потом по скоростям у него получается вот эта лапка у него отвечает за вперед и Реверс. Да. Вперед и реверс. То есть вот это реверс, вот это вперед. А вот это уже прямо по скоростям. Вперед нажимаем, у нас вот первая скорость переключилась, дальше вторая, потом третья, четвертая, пятая, и опять нейтральная. Нормально. И все? Да? И сцепление. И сцепление, да. Больше ничего особого нету. Просто управление. Лебедочка есть. Мы вот так все заизолировали максимально. Изоленты очень много потратили вчера, потому что все максимально пришло, фишечки, все это открытое. Мы все загерметизировали. Здесь лебедка у него. Кнопка лебедки. Да, вот такой вот аппарат, короче. Ладно, все покупайте фермера, все фермеры Якутии. Надо будет, еще привезем. Кому надо много, много привезем. Цена очень хорошая. Цена города Владивостока. Чуть плюс доставочка до Якутска. Все, в принципе, на этом. В принципе, для его характеристик реально Да. хорошая цена. Он как бы и едет неплохо, и грузоподъемность у него хорошая. Ну, для, грубо говоря, допустим, для сельского хозяйства, что тут еще надо? Да. Не знаю, допустим, у тебя вот несколько соток, ты там едешь собирать урожай. Ты Но. всё в него закинул, да и потараканил. Ну, между прочим, в него много чего можно собрать. Вот мне что понравилось, что у него есть вот у него борта вот эти высокие, да. Они не просто сделали низкие борта, они их выше сделали. Нормально. Рессорина он какая у него нормальная, в принципе. Ну, как бы Все открывается у него. все опции есть. Что еще надо-то? Борта открываются, да. Стопаки есть у него, горят тоже все. Ну, стоп-сигналы задние. Так что классная техника, в принципе, пойдет. За свои деньги. Конечно, это нельзя сказать, что это идеальное решение, это какой-то BRP там или еще что-то. Это обычный гражданский квадроцикл за нормальные вменяемые деньги. Боковые борта также Да. открываются. А если кому-то что-то не нравится, там в плане там, вот там брызговиков нет или еще чего-то, да, можно это все доделать, доработать. Здесь можно резину какую-нибудь сделать, в принципе. Тут это конструктор Лего, который, в принципе, можно дорабатывать как хочешь под свои усмотрения. То есть вот база дана, есть база, на эту базу можно что хочешь делать, допиливать, да, Армен? Да, здесь все дорабатывается. Доработать можно все. Вот, в принципе, они приходят тут в такой вот упаковке. Собрать его очень сложно. Мы вот 2 дня на него потратили, чтобы собрать. Только по той причине, потому что тут все не идеально подогнано. То есть болтовые соединения надо все полностью просверливать, допиливать, где-то что-то убрать, где-то что-то добавить. Болты, допустим, не все как бы подходят по местам. Ну, короче, это как российский автопром. Здесь надо все доработать, то же самое. Ну, а так нормальная техника. Я считаю, за свои деньги. Все, в принципе, что хотели, мы показали, ребята. Берите хороший квадроцикл.